Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І сьогоднішній гість Радіо Свобода – лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Вітаємо вас у нашій студії. Багато є про що поговорити. Перше питання таке. Ви не сидите, склавши руки, багато діяльності. На чому зосереджена зараз ваша діяльність? Внутрішні питання чи міжнародне, от як конгрес, який відбувся в Анкарі на початку серпня? Что больше? В центре внимания вся деятельность, конечно, направлена на деоккупацию Крыма. Потому что если не будет этого, если мы не освободим Крым, то перспектив для нашего народа нет. Дається просуватися, на ваш погляд, в цьому напрямку? Вже от 1,5 роки минуло, після так званої Кримської весни. Путін, бачите, роз'їжджає по Криму, робить заяви відповідні. Що вдається зробити на міжнародному рівні? Вы знаете, вот советская власть перед развалом тоже вела себя так, как будто бы она еще простоит вечно. Ну, как говорят, понтуется человек. А в целом состояние России, слава Богу, я никогда не думал, что буду радоваться тому, что в какой-то стране плохо. Но сейчас я вынужден радоваться, потому что эта страна оккупировала мою страну. Сейчас ситуация такова, что, я думаю, не так долго осталось этому режиму. Путинскому? Да, потому что санкции все-таки дают о себе знать. Просто такие экономические подсчеты. Они вот за год с лишним месяца оккупации в результате санкций потеряли где-то 156 миллиардов долларов. Это примерно треть валютно-резервного запаса России. Если таким темпом пойдет, то остается еще 2 года с несколькими месяцами. Но я думаю, темпы будут нарастать, особенно если будут реализованы планы по полному эмбарго на закупку нефти и газа, а это основные валютные поступления России, то эти сроки значительно уменьшатся. Ми ще повернемося до пана Путіна. Щодо внутрішньої ситуації в Україні. Створена посада урядового уповноваженого, так? У питаннях кримськотатарського народу. От одне з останніх рішень Кабміну. Як ви оцінюєте це рішення? І хто може обійняти цю посаду? Собственно говоря, это была наша инициатива. Задача заключается в том, чтобы создать лоббистские группы по всему свету, в первую очередь в Северной Америке. Это охватывает Соединенные Штаты и Канаду. Мы направляем туда своего представителя, они будут создавать там группу, потом будем в Брюсселе, в других странах, для того, чтобы говорить о проблеме Крыма. Потому что создается такое впечатление, что очень многие люди не осведомлены о том, что произошло и в каком состоянии сейчас находится Крым. Я просматриваю вот в интернете на всех языках, через Google, по крайней мере, понимаю смысл, о чем говорится. Во многих странах, особенно азиатских, там Таиланд, Вьетнам, там повторяется все, что говорит Москва. Такое представление, что будто бы жители Крыма там сами так хотели этой оккупации, и сейчас они так счастливы, поэтому, дескать, никаких проблем нет. Не только страны вот этой Юго-Восточной Азии, но даже такие страны, скажем, Греция, Армения, Сербия, тоже повторяется вот эта вот пропаганда. В европейских странах очень много таких вот зомбированных людей. Russia Today они всегда просматривают. Поэтому мы думаем вести очень такую хорошую работу. Дивіться, справді, те, що ви зараз кажете, у Росії судять українську військовополонену Надію Савченко. Великий розголос цього судового процесу. От прокурор оголосив термін, який би він хотів би, щоб суд зрештою присудив. Сенцова 23 роки за так званий нібито вчинений тероризм, Кольченку 12. Ці судові процеси в центрі уваги ЗМІ, так чи інакше. Я уже пребываю год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор. Программа «Вести», «Время», да, это очень хорошая передача. Да. Ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Очень, очень хорошая пропаганда, да. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть придержащие. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Даже я, находясь здесь, в тюрьме, знаю, что ваши войска присутствуют на Донбассе. У нас весь изолятор набит ополченцами.
которые туда отправляют как героев на ваших танках с вашим оружием. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются с собой беря боеприпасы, их принимают на границе и дают им сроки. Они удивляются, как, за что, мы же вроде герои, нас сюда провожали, не понимая, что работает этот твой поезд в одну сторону. Але ж в Криму теж зазнають утисків кримських татарів в анексованому Криму, так? А менше розголосу? Вы знаете, вот в Крыму такое происходит. При всій повазі до Сенцова і Савченка і до Кольченка. В Крыму, да и вообще я в контексте вот этих судебных процессов, такого происходит, как будто в этой стране вообще законов нет. В Росії. Да. Вот, скажем, на днях допрашивали Ильму Умерова по событиям 92 года. Это вот когда крымские татары в ответ там, на разгром ОМОНом и захват заложников 32 крымских татар разгромили Верховную Раду Крыма. Казалось бы, какое имеет отношение Россия к этим событиям? Мы тогда разобрались в Украине. Кстати говоря, власти тогда признали, что ОМОН превысил свои там полномочия. И, ну вот абсурд. С какой стати? Происходит. Или, скажем, сейчас арестован первый заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, находится уже много месяцев в тюрьме, по обвинению в событиях 26 февраля. То есть еще до так называемого референдума, присоединения. То есть это противоречит и внутреннему российскому законодательству, ну, на это наплевать. Дивіться, якщо можна, ви сказали, за вашими даними, після оцих подій, які ви зараз згадали, кінець зими минулого року, весна минулого року, так званий референдум, скільки? 10 тисяч, за вашими даними, кримських татар змушені були залишити свою батьківщину, півострів? Точных данных никто не скажет, потому что точного подсчета нет. Это ориентировочные данные. 10 тысяч, говорил Олдрих Андрусик, это уполномоченный Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, в середине прошлого года. Сейчас говорят о цифре 21, в одном месте мелькает, а Крымсоц говорит о 35 тысячах. Всего. Но имеется в виду не только крымские татары, всего. Но из них где-то половина крымские татары, потому что больше всего давления на крымских татар. Можна сказати, до 10% того населення кримських татар, які мешкали на півострові до так званої Кримської весни. 10 тысяч это примерно 3%, если исходить из того, что у нас около 300 тысяч. Это огромный, конечно, процент. Все одно чимало. Но вообще-то выезд из Крыма не очень одобряется, особенно если это делегаты Курултая, члены Меджлиса. Оккупационной владой? Да. Нет, с нашей стороны и вообще со стороны народа. Потому что мы все время призываем, как бы тяжело вам не было, оставайтесь на родине. Ибо мы за возвращение на родину десятилетиями боролись. Переживем эту оккупацию. А щодо тих кримських татар, як ви вже назвали, два прізвища, скільки зараз під судом? Заключение сейчас трое. Там один по событиям 26 февраля, а двое по 3 мая, когда они встречали меня. Вас встречали, да. так? Незаконный переход кордона. Хотя в соответствии с международными нормами никакого кордона между Крымом и Украиной нет. Но против многих возбуждены уголовные дела, отпущены под подписку. Скільки кількість цих людей можна приблизно я думаю, 7-8 человек там есть, если не больше. Є ж, на жаль, факти, коли кримських татар викрадали, потім знаходили їх мертвими. Скільки таких людей? Называют цифру 18 человек. По фамильным и 13 знаем, но еще вот сведения о 5 других тоже есть. Это не только крымские татары, там еще 3 других национальностей, украинцы и полукрымские татары такие. Одним словом, те, которые не согласны с оккупацией. Вот это вот выкрадывание, убийство людей, это вот, мы всегда сравниваем нынешний режим с советским режимом, но он еще хуже, потому что... Все-таки вважаєте цей російський оккупаційний режим гірше? Хуже, и причем в советское время тоже были разные периоды, но это далеко не перестроечный период. Это вот примерно 37-е годы. Хоча кримські татари з Радянського Союзу, можна сказати, всі народи постраждали. Чеченці, інгуші, калмики, але ви лише під час перебудови отримали можливість повернутися на батьківщину. Все-таки ті ж чеченці, інгуші при всій повазі за Хрущова. Всегда говорят, что все пострадали, но не все были подвергнуты депортации и геноциду, поэтому в этом плане крымские татары, конечно, еще больше пострадали. И они десятилетиями боролись против этого режима. А сейчас этот режим вернулся. Вважаєте, те, що зараз відбувається і здійснюється Росією, це теж геноцид кримських татар? Чи ні? Физического уничтожения нет. Есть, как и
в период первой оккупации 1783 года создание условий, которые вынуждают крымских татар покидать свою родину. Тогда что же, не было вагонов, не было депортирован, но отнимали землю, там, надругались над их чувствами, и в результате через несколько десятилетий после оккупации Екатерины и Крыма крымские татары на своей родине оказались национальным меньшинством. Примерно то же самое сейчас происходит. То есть все создаются условия, обстановка страха, террора и вынуждает людей покинуть. Ну, деякі ваші побратими називають гібридний геноцид. Ви погоджуєтесь? Примерно так, да. Дивіться, важливий момент. Ви ще наприкінці лютого нинішнього року була інформація преси, закликали президента України Петра Порошенка до блокади все-таки Криму, так? Ви підтримуєте цю думку і зараз? Я не употребляю термин. Це некоректно таке слово вживати. Я не употребляю этот термин, не блокада это. Наоборот, я считаю, что передвижение людей с украинскими паспортами должно быть облегчено. Но другое дело, надо ли нам кормить оккупантов? Надо ли нам электричество туда подавать? Я не за то, чтобы они там голодали или там были без света, но это обязанность оккупантов, пока эта территория находится под их юрисдикцией. Но не юрисдикцией, а фактически под их властью. Я понимаю, что, скажем, доставка продуктов паромом там, или самолетами многократно дороже, но почему мы должны беспокоиться о казне России? Але ж ті ж самі 300 тисяч ваших співвітчизників залишаються в Криму. Так вот как раз таки, в первую очередь, вот эти 300 тысяч и те, которые сохраняют надежду на возвращение Крыма, все время возмущаются. И первые вопросы, которые они приезжают, говорят, до каких пор вы будете кормить оккупантов? То самі вони Да, підтримують. мы, говорят, Таку мы ідею. выдержим. Витримають. И, вы знаете, люди радуются, когда там выключают свет. Говорят, наконец-то Украина что-то начала делать. Она вспомнила о нас. А сейчас такое, знаете, вот если пойти на кордон Армянск-Красноперекопск, вот эти растянутые на многие километры фуры с продуктами, стройматериалами, в том числе щебень, цемент, который идет на строительство вот этих ракетных установок. Небольшое количество продуктов потом перегружается на другие машины и отправляется дальше в Россию, потому что цены там еще выше. И вот эти люди, которые говорят, вот мы беспокоимся о наших гражданах, которые в Крыму, чушь, лицемерие и ложь. Українські політики ви маєте на увазі? Не политики, в первую очередь это вот те бизнесмены, которые на этом зарабатывают. Потому что даже после уплаты немалых там взяток и украинским пограничникам, и российским, там получается большая маржа. Только вот эта мотивация. Они совершенно не думают ни о тех, которые там под оккупацией, и ни о суверенитете, территориальной целостности. Поэтому мы всегда настаиваем о том, что надо это прекратить. Стосовно того, що роблять і Україна, і, власне, окупант Росія, от резонансна була інформація, російська преса залюбки її пропагувала, нібито почався процес побудови моста цього, так, багатостраждального, через Керченську протоку. Як ви це оцінюєте? Я думаю, это блеф. Они вот это вот пропагандируют. Ну, там делается какая-то видимость. Но это, я думаю, нереально, неосуществимо пока. И тем более это прямое нарушение нашей территориальной целостности. В конце концов, если там развернутся военные действия, мы имеем право разбомбить этот мост тоже. Я знаю, что это было поручено Ротенбергу. Так, з того самого кооперативу «Озера» Да, Володимира на него Путіна. сейчас Один з наложены найближчих. санкции, поэтому вряд ли они что-то это смогут сделать. Но пропагандистская кампания о том, что вот мы, дескать, сделаем мост и обеспечим вас всех, это для, так сказать, поддержания духа оккупанта, это делается. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є лідер кримського татарського народу Мустафа Джемілєв. Отже, ми розглянували політику держави, що здійснила анексію Криму. А тепер все ж таки я попрошу вас приділити увагу саме українській політиці. Ви є депутатом Верховної Ради, ви один із чільних народних обранців у списку пропрезидентського блоку Петра Порошенка. Власник медіахолдингу кримсько-татарського телебачення ТР Ленур Іслямов, напевно, ви чудово знаєте цю людину, в одному з інтерв'ю от заявив таку фразу, я хочу вас поцікавити у вас, ви підтримуєте цю думку чи ні? Дослівна цитата. Ми відстояли і відстоюємо державність України, яка нас, по суті, кинула. Хоча кримсько-татарський народ не кинув Україну. Кінець цитати пана Іслямова. Ви погоджуєтеся з цим? Да нет, не совсем. Сказать, что кинула, ну, что имеется в виду? Надо было оказать вооруженное сопротивление там оккупантам. Но ведь
от момента изгнания Януковича до оккупации был очень Та небольшой, буквально кілька днів. небольшой промежуток. Після За того это- ж мітингу, за який зараз кримських татар судять в Криму, там же буквально наступного дня ці зелені Я чоловічки думаю, вже что- стали діяти. Я думаю, ну, потом же после вот этих событий мы слушали нашего министра обороны, который рассказывал, в каком состоянии находится наша Тенев армия. тогда еще. Да. Там оказалось, вот, с его слов, по крайней мере, что боеспособными там на тот момент были всего во всей Украине около 6 тысяч военнослужащих. Это против такой огромной громады. И кроме того, мы же прекрасно знаем, что все военные ведомства, разведка, СБУ, Министерство внутренних дел были насквозь инфильтрованы российской разведкой. И даже если бы оказали сопротивление вооруженное теми силами, которые у нас есть, результат был бы тот же, только был пролитий крови большой. Поэтому сказать, кинули, я это не могу. Таки вже через 1,5 року є і критика на адресу Збройних сил України в плані боєготовності, але навіть противники визнають, нинішня українська армія – це не та, яка була навесні минулого року. Непорівнянні речі. І от зараз розглядається одна з пропозицій створення мусульманського батальйону Криму у лавах Збройних сил України. У Генштабі, речник Генштабу Владислав Селезньов сказав, що не передбачається створення за національною, так би мовити, ознакою певних військових підрозділів. Так? Все ж таки просувається ця ідея чи ні? Створення такого Этот батальйону? вопрос мы обсуждали с главнокомандующим вооруженными силами всей Украины. Петро Порошенко. С президентом. И нашли полное согласие. А Селезнев, видимо, много кое-чего еще и не знает. Логика есть тут такая, потому что есть же, в конце концов, особенности мусульман военнослужащих. Они не употребляют свинину, что для них отдельно готовят в тех частях, в которых они служат. Или, скажем, вводится институт капелланов, что их тоже должен обслуживать православный священник. Потом языковая среда. Мы заинтересованы в том, чтобы они сохранили... Мусульманські батальйони не вживають спиртного? Да, Теж вагомий и чинник. это При всій тоже. повазі до Збройних сил Они- України ця вот проблема є. это очень важный вопрос, потому что очень чувствуют себя они дискомфортно, когда там вокруг пьют. И, кроме того, мы имеем в виду их дислоцировать в Херсонской области, где уже проживает около 10 тысяч крымских татар и турок. Йдеться не про зону бойових дій на Донбасі, так я розумію? Нет, имеется в виду именно как раз-таки на границе с Крымом. Там, в цьому Да. районі. Во-первых, это будет усиление украинского присутствия в не очень-то беспечном регионе, как Херсонская область. Там тоже сейчас они очень под большим влиянием российской пропаганды, и уже там эти листовки, ХНР там или еще такое. И второе, они сохраняют свою, там, скажем, языковую среду, создается возможность там хотя бы временных школ и других инфраструктур создавать. И самое главное, после деоккупации им легче будет возвращаться вместе со своим батальоном на свою историческую Тобто родину. головнокомандувач Збройних сил України підтримує вас у цьому? В этом да. В принципе, согласились, но там есть еще детали. Мы же это хотим решить в комплексе. Одновременно решить вопрос о размещении вынужденных переселенцев на границе ближе к Крыму. А то они сейчас разбросаны по всей Украине, преимущественно там в западных областях Украины, Львовская, Тернопольская. А это предусматривает там жилье, инфраструктуры, привлечение инвестиций. Как раз мы об этом говорили на Всемирном конгрессе крымских татар В Анкаре тоже, да, говорили о возможности привлечения турецких инвестиций, чтобы не только решить проблемы крымских татар, но и способствовать развитию вот этого Президент региона. Туреччини Таїп Ердоган, він же з вами особисто зустрічався. Підтримував? Підтримує цю ідею? Справді? Разумеется, но он говорит, если это будет согласовано с руководством Украины. Это четкая такая позиция, поэтому здесь проблем нет. Час нашої розмови спливає. Якщо ви погодитеся дати відповідь на таке запитання, 2 вересня цього року Верховний суд Російської Федерації має розглянути апеляційну скаргу на вирок вашому синові Хайсеру, засудженого до 5 років в'язнення в Краснодарі в Росії. Якісь новини можете повідомити? Можливий прогрес у цьому і можливо все-таки, щоб Хайсер повернувся в Україну? Требования Европейского суда по правам человека, требования российского законодательства, украинского законодательства, чтобы он был немедленно экстрадирован в Украину. Київ звернувся з цією вимогою до Да, Москви. дважды Уже вот развернулся, еще и одно. никакого ответа нет. Рассчитывать на то, что они будут соблюдать, особо нет. Я думаю, что они будут его продолжать держать заложником. У вас буде якийсь зв'язок з своїм сином є, Хайсером? Никакого зв'язка нет, и матери тоже свидания не дают, но я думаю, после вот этого апелляционного суда все-таки она рассчитывает получить свидание. А я никак не могу, потому что я не имею въезда на территорию России, а он содержится в Краснодарском Це крае. востаннє вам коли вдалося поспілкуватися з Хайсером? Один раз по телефону, когда он еще был в Крыму, а больше нет. Це вже понад рік, я так розумію. Вже. 1,5 года. Полтора року.
Ну і знову ж таки Володимир Путін, як я обіцяв, повернемось до цього візиту президента Росії на територію окупованого Росією ж Криму. Він сказав, що Україна, мовляв, винувата в ескалації на Донбасі. І також Володимир Путін, котрий заявив, що майбутнє окупованого Криму визначили самі кримчани. Дослівна цитата. К сожалению, мы сегодня наблюдаем эту эскалацию, и вина за это не лежит на ополчении Донбасса, она на противоположной стороне. Надеюсь, что до открытых прямых крупномасштабных столкновений дело не дойдет. Что касается соглашения Минск-2, полагаю, что никакой другой альтернативы для урегулирования ситуации нет. И в конечном итоге, безусловно, мир восторжествует. Наша задача в том, чтобы минимизировать потери, с которыми мы придем к этому миру. Будущее Крыма определили люди, которые живут на этой территории. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Все. Точка. Ви мали змогу, доволі унікальну для українських діячів, особисто поспілкуватися з Володимиром Путіним в березні минулого року по телефону. Тривала була розмова. Я так вам поставлю запитання. Якби у вас була можливість зараз з Путіним поспілкуватися, ви б погодилися на це чи ні? І друге, якби погодилися, що ви йому сказали? Я бы, наверное, сказал то же, что и говорил тогда. Я ему сразу тогда сказал, когда он мне говорил, давайте подождем 4 дня, вызначится сами крымчане, или нет, он сказал не крымчане, крымский народ, вот такой вот термин у него был. Я когда ему сказал, что этот референдум никто признавать не будет, какой же это референдум под дулами автоматов? И самое лучшее, конечно, в первую очередь, если вы хотите как-то оказывать нам помощь, а он об этом говорил, что решить все наши проблемы, что мы вообще будем счастливы в России, да. Я говорил, окажите первую помощь и выведите свои войска с нашей территории. А в какой форме будете оказывать помощь, надо садиться с нашим руководством за один стол. А это возможно только тогда, когда вы выведете свои войска. Примерно то же самое я бы это сказал. И я бы еще добавил, что никто, никогда, ни одна страна не смогла бы нанести России такого ущерба, который он нанес своими действиями. Сам Путін. Сам Путін. Я вам дуже дякую. Це весь час, що у нас був сьогодні на розмову з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Дякую, що ви прийшли до нас. Бажаю вам успіху в тому, що ви робите. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.